Все мы изучали в школе Толстого, но от нас утаивали то, что он был не только великим писателем, а также правоверным мусульманином, как он говорил о себе. Пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина, тогда все будет прекрасно. Считайте меня правоверным магометанином. Как бы нас ни разубеждали в этом, но все же это говорит о том, что он умер, будучи мусульманином. Лев Толстой говорил, конечной инстанцией любого разумного человека является ислам. Еще раз доказывает, что он был мусульманином. Кстати, церковь за эти строки объявила ему анафему, что означает отделение от церкви. Это еще одно опровержение для людей, которые говорят, что он не принял мусульманство. Иначе, зачем же церкви объявлять ему анафему? Кстати, он также изучал арабский язык, изучал Коран и дружил с мусульманскими учеными того времени. Толстой был удивительным человеком, его совершенно неординарное мышление было непонятным для русского общества того времени. В своем завещании он просил похоронить его по канонам ислама. Посмотрите на его могилу, на которой нет крестов, надгробия или памятника. Говорят, что он принял ислам в Чечне. Даже есть село в Чечне, названное в честь Толстого — Толстой-Юрт.